Приветствую приветствие мира всех тех, которые услышат эту запись, которые на стороне мира и адекватности. Эта запись посвящена приближению 21 мая. В 1864 году состоялось последнее сражение в урочище Кбада, в ходе которого пала страна Черкесия. И, будучи являясь беженцами, мы прекрасно понимаем эту тему. И прекрасно понимаем вкус Родины и что такое потеря Родины. И какова цена Родины. По данным современных историков, в ходе русско-кавказской войны погиб 1 миллион черкесов. С Кавказа в Турецкую империю было изгнано 1,5 миллиона человек, но лишь 500 тысяч из них достигли границ Турции. Около миллиона человек погибли от голода и болезней. Вот как описывает этническую чистку черкесов офицер русской армии Иван Дроздов. В конце февраля отряд двинулся к речке Марте, чтобы наблюдать за выселением горцев, а если понадобится, так и силою выгонять их. Поразительное зрелище представилось глазам нашим по пути. Разбросанные трупы детей, женщин, стариков, растерзанные полуобъеденные собаками, изможденные голодом и болезнями переселенцы, едва поднимавшие ноги от слабости, падавшие от неизмножения и еще заживо сделавшиеся добычей голодных собак. Весь северо-западный берег Черного моря был усеян трупами и умирающими, между которыми сохранялись небольшие оазисы еле живых, ожидавших своей очереди отправления в Турцию. Дроздов «Последняя борьба с горцами на Западном Кавказе», Кавказский сборник, 1877 год. Адольф Берже, официальный историк Кавказской войны, так описывал ход депортации в Новороссийской гавани. Позднее, ненастное и холодное время года, почти совершенное отсутствие средств к существованию и свирепствовавшая между горцами эпидемия тифа и оспы делали положение их отчаянным. И действительно, чье сердце не содрогнулось бы при виде, например, молодой черкешеньки в рубищах, лежащей на сырой почве, под открытым небом с 2 малютками, из которых один в предсмертных судорогах умирал, в то время как другой искал утоления голода у груди уже окоченевшего трупа матери, а подобных сцен встречалось немало. Берже «Выселение горцев с Кавказа. Русская старина. 1882 год». Российские власти торжествовали, как писал генерал Федеев, черкесы испытали в последнее время такое неимоверное нравственное потрясение, что им уже невозможно от него оправиться. Они отданы во власть России, как малые дети. Все нынешнее закубанское туземное население составляют запуганную толпу, которой правительство может дать какое угодно направление. Нечего больше опасаться напуганных и истерзанных остатков черкесского населения. Федеев. Дело о выселении горцев. 1890 год. Но черкесы не исчезли с исторической сцены, как мы видим сегодня воочию. Сейчас их общая численность составляет около 5 миллионов человек, но на Кавказе даже и миллиона не проживает. Остальные являются потомками насильственно изгнанных и разбросаны почти по 50 странам. Большая часть живет в Турции. Выселение было организовано в виде голодомора, так, чтобы большая часть выселяемых погибла от голода и болезней. Дай Аллах, чтобы и черкесы, и другие все народы не видели такого горя и потрясения.